Добрый вечер, дамы и господа, а также нашим друзьям дальнего и ближнего зарубежья. Ассаламу алейкум, уважаемые чеченцы, ингуши, вайнахи. Также ассаламу алейкум дружественным народам Северного Кавказа. В эфире общественник и активист Республики Ингушетия Руслан Саварбекович. Сегодня я хотел бы обратиться к ингушам, пострадавшим в ходе так называемого осетино-ингушского конфликта в 1992 году. Поделиться для них информацией и текстом для составления грамотных жалоб, для подачи жалоб и обращений в Генпрокуратуру Российской Федерации и в прокуратуры в тех регионах, в которых они проживают. В конце своего обращения я хотел бы обратиться с коротким текстом к адекватным осетинам и осетинам-егорцам. У меня в руках находится текст, тут есть 8 пунктов. Все пункты подходят для составления грамотного обращения или жалобы в прокуратуры для восстановления исторической справедливости и гражданских прав ингушей, пострадавших в ходе осетино-ингушского конфликта в 1992 году. Пункт 1. Со времени принятия закона о реабилитации репрессированных народов не было сделано ничего существенного для выработки механизма и его реализации, что и привело к росту противостояния в кровавых столкновениях. Второй пункт. Действия, предпринятые российским руководством, привели к осложнению осетино-ингушского конфликта и как следствие к ухудшению ситуации в Северо-Кавказском регионе, поскольку был избран не метод разъединения противоборствующих сторон, как это было сделано в Южной Осетии и Приднестровье, а метод подавления одной из сторон, то есть ингушской. Третье. Военное вмешательство было осуществлено некомпетентно ни в политическом, ни в собственно военном отношении. Недопустимо втягивание армии в решение внутриполитических проблем Российской Федерации. Четвертый пункт. Заострите внимание. Необходимо обеспечить возвращение беженцев в места их фактического проживания. Содействие в восстановлении жилья путем безвозмездного предоставления строительных материалов. Предоставление компенсации за потерянное имущество. Пятый пункт. В дальнейшем судьба пригородного района должна решаться в соответствии с нормами международного права, предусматривающие возвращение насильственно аннексированной территории народу, который был депортирован, то есть ингушам. Шестой пункт. Требование незамедлительного рассмотрения вопроса об отставке с государственных постов и наказания лиц, виновных в разработке и осуществлении преступного антигосударственного плана на территории Северной Осетии, а также лиц, принимавших непосредственное участие в убийствах, поджогах и грабежах и мародерствах в Северной Осетии. Седьмое. Действия Совета Безопасности РФ в 1992 году в осетино-ингушском конфликте должны быть рассмотрены в Конституционном суде. Кстати, секретарь Совета Безопасности в 1992 году был Скоков. Скоков выходец из Северной Осетии. Восьмое. Непринятие политических решений грозит тем, что конфликт может вспыхнуть с новой силой, принять затяжной широкомасштабный характер и перекинуться на другие регионы Северного Кавказа. Этот текст вполне подходит для составления заявлений и жалоб в прокуратуры и в Генпрокуратуру Российской Федерации. Теперь я хотел бы обратиться к адекватным осетинам, они есть, я знаю, к осетинам-егорцам. Уважаемые адекватные осетины и осетины-егорцы, я советую вам как можно быстрее избавиться от тяжкого греха и позорного клейма, которым запятнал себя осетинский народ. Вы должны содействовать или помогать ингушам пригородного района для восстановления их гражданских прав и восстановления исторической справедливости. В конце концов мы должны положить конец всему этому противостоянию, всей этой ненависти, которая была искусственно рождена некими силами, которые
преследовали сугубо свои интересы. Вы должны содействовать, помогать или в крайнем случае не мешать жителям пригородного района, ингушам, восстановить свое имущество, вернуть свои дома, а также вернуть, самое главное, свои гражданские права. Всего доброго, до свидания. Эту проблему мы должны решать сообща. Всех благ, мира вам.